случайно, я вообще немного другие цели преследовал. И вот я, наверное, начну издалека. В целом сегодня расскажу о такой уязвимости, как дело хайджекинг. В принципе, это такая распространенная уязвимость, большинство по Windows. Да? Между прочим, процесс хакер в целом вообще распознается, если вы пробовали его скормить VirusTotal или антивирусу. Некоторые версии в свое время детектировались Windows Defender как вирус, как вредоносный ПО. Пару слов о себе. Вообще я являюсь разработчиком, пришел в eBay из разработки, являюсь основателем лаборатории MSSP Research Lab, где мы проделываем различные исследования в области Threat Intelligence, Malware Analysis, Red Team, Blue Team, да, Purple Team. Также являюсь контрибьютором проекта Malpedia, являюсь автором 3 книг по Malware Development. В различных годах я выпускал различные книги, сейчас работаю над еще одной книгой. Также веду свой блог, в основном направлен на Malware Research, да, на Malware Analysis, Threat Intelligence, но также иногда пишу статьи в журналах на другие темы. Ну и бывает, выступая на различных конференциях в Европе, на Ближнем Востоке, в Казахстане в том числе. И сегодня, наверное, расскажу немного, как я доклад вообще поделил. Первым, вообще с чего все началось? Все началось с того, что я пытался найти новые методы закрепления, так называемые Malware Persistence методики, которые бы дали вам новые подходы к поиску именно закрепления внутри Windows. Я сейчас не говорю о других операционных системах. Следующим скажу немного, углубимся в архитектуру процесс-хакера, то есть, так как все-таки у них код закрытый, но есть некоторые наработки, которые есть на GitHub, есть на SourceForge. И благодаря вот именно изучению этих сорсов пришла такая идея, что, возможно, оно уязвимое. Да? И также я нашел небольшой интересный трюк с процесс-хакером. Не знаю, можно ли назвать вообще это уязвимостью, но, как мне ответили авторы, сказали, что это все исправлено, это есть уже но потом я нашел это в 3-й версии. Вообще это исследование еще продолжается. Конечно, если говорить о техниках, да, вредоносного ПО, обязательно нужно говорить основные техники. Это injection, code injection, DLL injection, также это обход средств защиты, это байпассинг и антивирусов, EDR-систем. Также это анти-VM, анти-сэндбокс методики, техники, time distorting методы. Также это обязательно анти-реверс инжиниринг, так как все-таки статический, динамический анализ, он, конечно, сложнее всего делать обходить его ручной анализ. Да? Ну и privilege escalation и bypass user access control. И среди всего прочего, одном из самых серьезных и самых важных таких направлений в разработке вирусов это persistence, да? То есть авторы вредоносного ПО, им недостаточно просто его сделать, разработать и защитить, его еще нужно закрепить в системе. Вообще самые популярные трюки это, как правило, я привел тут некоторые примеры из реальной жизни, да, из реальных APT. Это init DLLs, это применяется, например, APT39. Это когда у вас есть, оказывается, в Windows есть такая фишка в внутреннем устройстве. В реестре есть ключ от init DLL. Эти DLL-ки вообще были придуманы, этот ключ был создан как бы в таких целях, когда админ хочет при запуске каких-либо утилит у юзера запустить Windows, возможно, иногда он хочет запустить также какую-то DLL-ку вместе с этим ПО. Для таких целей был придуман такой ключ в реестре, он называется appinit DLL, и вы могли просто этот ключ указать на прямой путь на DLL. И таким образом этим злоупотребляли злоумышленники, то есть это очень распространенная техника.
Следующий это accessibility features, это так называемые специальные возможности, всякие экранные лупы, клавиатуры, еще прочее, экранный помощник. Это тоже, как вы понимаете, злоупотребляется, да, злоумышленниками, state-sponsored хакерами, да, в том числе вот APT3, APT29, Double Dragon APT41. Alternate Data Streams, опять же, было придумано в совсем других целях, да, чтобы хранить какие-то метаданные в пути, в файлах, но это также в этих метаданных, оказывается, можно хранить целые payload, целые shell-коды и это все запускать. Ну, допустим, PowerDuke так работает. Ну и, конечно, Windows Services. Особо хочется отметить сервисы. Почему? Потому что он априори работает over the network, да, то есть по архитектуре сами сервисы, они уже предоставляют работу с сетью, и на самом деле, если какой-то сервис у вас работает с нетворком, да, какой-то shell идет, то на самом деле средства безопасности не считают это нелегитимным. То есть если это сервис, значит это нормально, потому что по архитектуре, по задумке внутреннего устройства Windows, сервисы работают с сетью, это нормально. То есть даже если это какая-то вредоносная активность. Также WinLogger Helper делал, это злоупотребление системы авторизации Windows, да, в том числе, когда вы заменяете в папке Windows System 32, допустим, загрузку при каждом входе. То есть это почти как Registry Run Case, но немного по-другому работает. Но речь на самом деле не об этом, потому что все эти вещи можно посмотреть и в Митре, таблицы, там, в книжках разных, в том числе я в своей книге это все описывал, показывал, proof of concept всему этому. Но есть еще один метод, делал хайджекинг, он на самом деле очень простой, вот в одном из метапов, вот Оскар, кстати, рассказывал, да, что это вообще такое, если кто-то послушал или пропустил, может еще раз посмотреть. Делал хайджекинг, вообще он повсеместно применяется, но тут есть такой один нюанс, как его вообще находить. Вот, допустим, один из примеров вообще persistence, да, Internet Explorer. Как так получилось, да, это как бы Internet Explorer, на самом деле им сейчас мало кто вообще пользуется, но он все-таки есть. Он есть в 10 Windows, идет как ПО, то есть фишка в том, что, например, вот это ПО, оно не требует от вас дополнительных каких-то действий от юзера, от жертвы, да, то есть он просто ставит Windows чистый, у него уже есть Internet Explorer, и оказывается есть такой DLL уязвимый, Suspend DLL, который может применяться, и причем только вызывается только Internet Explorer на тот момент. На время исследования, не знаю, возможно сейчас это поменялось, но я проверял на 11 Windows, это тоже работает, если там стоит Explorer, и он тоже эксплуатирует вот эту DLL-ку, и она уязвима. Уязвима в том плане, что уязвима, то есть вы можете сделать DLL хайджекинг, заменить его вредоносной активностью, и это сработает. Давайте остановимся на криптографии. Опять же, это тоже можно, наверное, отнести к классу DLL хайджекинг, мне так кажется, но тут немного другой момент. Есть, в общем, такой ключ в реестре, который лежит в Software Microsoft Cryptography. Оказывается, в этом реестре есть такой интересный ключик, называется offload. Этот ключик вообще отвечает за функцию offload mod expo. Есть такая функция, она прям, у нее есть даже документация, там в Microsoft, я тут ссылку не добавил, да, есть документация, эта функция за что отвечает? Есть реимплементация криптографических примитивов внутреннего устройства Windows, и, допустим, когда у вас есть какое-то вычисление, допустим, вам нужно найти простые числа или какие-то перестановки, или запуск каких-то алгоритмов, вот там все, что возводится в степень, оно всегда будет вызывать эту функцию, как оказывается. То есть в Windows это так устроено. И когда вы по этому пути выставляете DLL-ку, вы, оказывается, можете злоупотреблять при каждом вызове каких-то криптографических примитивов внутри устройства. Вам достаточно заменить эту DLL-ку, подставить ее, и любое действие, которое требует какой-то внутренней криптографии, например, нужно пойти
по HTTPS куда-то, да, или там еще что-то. В общем, запустить все что угодно, которое внутри себя содержит криптографию. Оно просто ломает нормальное поведение, и вы можете опять же DLL хайджекинг подсунуть другую DLL-ку. Это все я продемонстрирую не сейчас, но в общем я могу это все показать, как это работает. Это все подкрепляется proof of concept. Также по тому же пути есть другой момент. Опять же, как я уже говорил, это не совсем хайджекинг, но есть, оказывается, вот такие пути. Сейчас я слайд один добавлю, которые тоже можно злоупотреблять своими DLL-ками. Вот здесь, наверное, в слайде очень хорошо видно. Допустим, есть очень много интересных ключей в реестре, которые также отвечают за какие-то реимплементации криптографических алгоритмов. Вот здесь можно увидеть RSA, AES, Diffie-Hellman, еще какие-то провайдеры. Да, и как вы видите, вот здесь есть image pass и есть ссылка на DLL-ку. Да. Если злоупотреблять этой DLL-ку, подставить какую-то свою другую, то действительно тоже отрабатывает, причем не крышит даже систему. И в одном, я не помню какой ключ, если один из этих ключей заметить, у вас даже Defender при попытке обновиться с облака, он вызывает какие-то криптографические примитивы, и он ломается. И это навело на мысль посмотреть в сторону другого ПО. Начал с ПО самого Microsoft, это было еще исследование 2022 года. Нашел, опять же, vulnerable DLL, называется cscapi.dll. И эта версия уязвимая, она уже пропатчена в 2023 году. Была обнаружена именно на Microsoft Teams. Вот таким образом, да, вы получаете reverse shell. Причем самое интересное, что Defender отругался, shell остался, и также Teams продолжал работать. То есть он даже не крэшится. Таким образом, я пошел дальше, начал смотреть другие софты, стандартные, нестандартные, применяющиеся различными администраторами. Но решил посмотреть, а что если посмотреть софт, который я сам использую. Допустим, как аналитик вредоносного ПО или malware researcher, я часто применяю процесс хакера, да, чтобы посмотреть поведение определенных PF-файлов. И решил посмотреть структуру процесс хакера, потому что мне заинтересовало, почему Windows Defender часто ругается на процесс хакер. У него есть такая вот интересная структура. Есть реимплементация anti-system call'ов, да, то есть это по сути велосипед. То есть весь вообще оговорка такая, процесс хакера это в целом один большой велосипед. Это по сути один большой task manager, где реимплементировано все, что есть в NT, system call, алгоритмы имплементации. Там даже есть реимплементация что-то типа MD5 хэшей, там есть реимплементация каких-то алгоритмов шифрования, которые, я не знаю, я не увидел там, вызываются ли они или нет. Возможно, это просто копипаст код скопировали и вставили, но я увидел там очень много функций таких. Также есть плагины, вы можете интегрировать его, оказывается, вы можете интегрировать его в свой task manager, допустим, стандартный task manager винды. И также external libraries, где вы можете, опять же, поменять его так называемый интерфейс, да, GUI, да. Но были сложности. Первые сложности, что когда так как эти исходники, они все равно не являются исходниками самого процесса хакера, это как бы, можно сказать, такие хедер-файлы, да, которые лежат на GitHub, я начал реверсить процесс хакер второй версии и довольно-таки удивился, что были какие-то вот функции, например, процесс PH Open Process Token, это опять же велосипеды, которые реимплементации популярных Win API функций типа Open Process и Open Process Token. И у них есть calling convention std call, но когда начинаешь реверсить, смотреть, там, допустим, 32-битный или 64-битный, у них почему-то конвенция немного другая. То есть она крэшится во время реверсия, потому что работает нормально на 64-м, а на x86 не очень хорошо. Вот я не знаю, с чем это связано. В общем, реверсил, там оказывается, что когда вы реверсите, там calling convention отличается от std call. Возможно, это какая-то защита от нубов, возможно, это защита от того, чтобы его никто не реверсил. Я пока не знаю, какие цели преследовали авторы.
Также у них есть, вот как я уже говорил, свои реимплементации какие-то структуры, допустим, MD5, даже AVL дерево есть, AVL дерево, там есть красно-черное дерево, не знаю зачем, есть JSON wrapper, это все есть в процесс Hacker. Возможно, дерево, оно нужно для того, чтобы вот структурировать, да, вот у вас есть какие-то процессы, которые есть родительские процессы, там, процессы дети, да, то есть у вас выстраивается дерево процессов. Логично, что поэтому они реализовали AVL3. Но зачем они сделали это все свое, как бы столько велосипеда, это я не понял. К самой сути уязвимости. Да? Суть уязвимости в том, что просто есть интересная функция, оказывается, PH Load Library. Это а-ля Load Library, опять же велосипед. Да? Они переписали просто эту функцию, но якобы там написано, что эта функция безопасная, в отличие от Load Library прямого вызова, и можно его легко... Ну, то есть в исходниках так и написано, что все хорошо, он, в общем, защищен от DLL хайджекинг, но они соврали. То есть процесс хаки в исходниках, она немного по-другому работает. То есть потенциально я подумал, что потенциально все-таки она уязвимая. Не может быть такого, что я находил строки, по которым, по логике этих строк, было понятно, что, возможно, все-таки она уязвима. Вот, допустим, здесь прямой вызов, да, здесь пути, да, здесь. То есть очень много было таких строк, которые наводили на мысль, что раз там нет прямого пути, прямого вызова, он будет использовать DLL, то есть вызов, вот этот ордер вызова DLL. То есть будет пытаться сначала смотреть application папку, потом выше, потом смотреть папку там system32, там, в каком порядке. И наткнулся на интересный такой хедер uxtem.h. Я его, кстати, нигде не нашел. Это, возможно, какая-то Windows internal штука, которая отвечает что-то типа за UI по названию. Таким образом, изучал я конкретно версию вторую, 2.39.124, и выявил, что все версии с 37 по 39 они уязвимы. Вот именно вот эта библиотека uxtem.dll. Вот проставил фильтр и нашел, допустим, очень много таких функций, очень много таких DLL, среди них именно вот эта DLL навела на мысль. Я решил эту гипотезу проверить. Посмотрел, есть ли легитимный такой DLL. Да, она действительно есть. И используется только System32 и SysWall 64-битный. Да? Это те 32-битные аппликейшены, которые вызываются в 64-битной системе. И в качестве proof of concept сначала я им отправил обычный reverse shell, написал репорт, они мне говорят, давайте, это немного не так, попробуйте что-нибудь поинтереснее. Например, он говорит, попробуйте, скажем так, если можно так выразиться, кастрировать Defender, да, то есть сделать его токен, склонировать и сделать его untrusted, то есть его integrity level. Это действительно есть такой трюк, применяется злоумышленниками. Я говорю, окей, вы хотите что-то поинтереснее, давайте более такой продвинутый proof of concept сделаем. Включаем привилегии, setDebug privilege, потом вытаскиваем handle этого process query limited с таким флагом. Потом этот handle получает токен all access, и мы ему ставим привилегии integrity untrusted. То есть, да, и выставляем именно integrity у Windows Defender. Но для этого мы должны поймать процесс MSMP. Так, можно видео запустить, да? Я сразу демку покажу, прокомментирую, как это вообще выглядит. Так, туда надо. Нет, там нету его. Надо туда вывести. Нет, это в слайдах она стоит, там она не запустится. А его надо туда на проектор вывести. Сможете? Потому что это не... Или вообще вот это нужно убрать сейчас время, чтобы она там появилась. Просто я там не вижу.
Вот демо. Теперь видно? Да, теперь должно быть видно. Ну, в первую очередь проверяем версию Windows, да. Это на тот момент в 2023 году, кажется, я делал. Это 10-й Windows, процесс Hacker. Находим msmpng.exe. Проверяем его mandatory level integrity, да, проверим. И сейчас запустим процесс Hacker, замененный уже DLL-кой. Вот Key процесс Hacker — это его системный драйвер. Он обязательно должен был присутствовать, без него не работает. Также есть подпись. Запускаем, то есть он находит процесс, забирает токен, процесс токен, потом его уменьшает его права integrity level делать Antrust, недоверенным в список. То есть Defender продолжает работать, но у него нет прав, допустим, там, закинуть файл на карантин. То есть он заведомо уже, токен у него пониженный. Был разработан такой Proof of Concept. Кажется, все, да? Так, сейчас закрывайте. И самое интересное, когда я им написал. Так, сейчас. Так, где там слайд остановились? Вот это. Написал им баг-репорт, говорю, в феврале 2024 года, да. Говорю, вот, ребята, у вас, в общем, уязвимость, так и так, вот демо, вот proof of concept, вот репорт. Они говорят, окей, ну мы думаем, что, кажется, мы его уже исправили в третьей версии, но окей, но я вообще не знал о том, что существует третья версия процесс хакера, я никогда не пользовался. Я говорю, окей, давайте я тогда на третьей версии тоже проверю. И выяснилось, сейчас я еще раз проверяю, в процесс хакере тоже есть уязвимость DLL хайджакинга, но там немного другая DLL. Но так как они попросили об этом пока не рассказывать, они это еще, в общем, исправляют. Вот как-то вот такая история. Хотелось бы что сказать в качестве выводов, да, то что реестр Windows — это вообще очень большая такая опасная дыра, где можно найти всякого рода интересные ключи, интересные пути в реестре, и где можно очень много интересных DLL заменить, а-ля DLL хайджекинг, да, если можно так называть, и которые могут потенциально быть векторами атак, векторами для закрепления. Да, то есть вы заменяете какой-то ключ в реестре, который, возможно, даже применяется только там 2-3 софтами или вообще всем софтом, да, Windows, например, криптографические какие-то DLL-ки. Анализ исходников и реверс-инжиниринг иногда тоже как бы может пролить свет на то, что на какие-то гипотезы, да, какие-то выдвигать гипотезы по поводу того, что можем ли мы найти уязвимости для того, чтобы с помощью этих уязвимостей закрепиться. Ну и DLL хайджекинг в целом, он до сих пор пользуется популярностью среди злоумышленников и APT-группировок, в том числе state-sponsored группировки, cyber-criminal группировки. Ну и это очень... Единственный нюанс, что это очень неблагодарное, скажем так, исследование, когда вы можете долго-долго это искать, но часто это может не срабатывать по каким-то нюансам, что, например, криптографические примитивы тоже не с первого раза я это нашел. Это довольно-таки долго на это время тратится. Ну и процесс хакер, как бы, все-таки он является таким повсеместно используемым софтом, в том числе, возможно, этим можно злоупотреблять, то есть используя социальную инженерию, допустим, тех же исследователей заражать, да, то есть это, никто от этого не застрахован. Так что исследователи, они тоже люди, они тоже подвержены социальной инженерии. Ну и немного пропиарю книгу, вот, можно вот эти все методы persistence прочитать. Вот я недавно книгу выпустил, там все это описал, постарался привести очень много реальных примеров, причем реальных, которые используются APT-группировками,
Конечно, издатель побоялся многие интересные вещи публиковать, поэтому я сейчас пишу новую книгу, где есть более такие интересные моменты, интересные фишки, которые я не смог написать, добавить в книгу. То есть я там урезал почти 50-60% материала. Ну все, на этом спасибо. Вот есть блог, можете меня почитать.